Бесплатная юридическая помощь для участников специальной военной операции и членов их семей. Специалисты Центра управления регионом фиксируют немало сигналов в социальных сетях по этой теме. Алексей Иванович, расскажите подробнее, какую конкретную бесплатную юридическую помощь можно получить и куда обращаться именно что касаемо этой категории. Да, Ольга, прежде чем ответить на этот вопрос, я немножко расскажу, что из себя представляет система бесплатной юридической помощи, чтобы у наших телезрителей сложилось соответствующее понимание. Бесплатную юридическую помощь в Республике Коми оказывают государственная и негосударственная система бесплатной юридической помощи. Государственная относится Государственное юридическое бюро, это подведомственное Министерству юстиции Республики Коми учреждение, и адвокаты, которые включены в список оказывающих бесплатную юридическую помощь. К негосударственной системе у нас относятся юридические клиники при Сыктывкарском государственном университете и при Коми Республиканской академии госслужбы, а также Ассоциация юристов Республики Коми. Обращаться необходимо по вопросам, прежде всего, конечно же, нужно начинать с телефонной консультации. По телефону 206-155, код города Сыктывкара 8212, необходимо проконсультироваться гражданину о том, подпадает ли его вопрос под перечень вопросов, по которым оказывается бесплатная юридическая помощь, и относится ли он к той категории, которой оказывается бесплатная юридическая помощь. Это участники специальной военной операции, а также члены их семей относятся к категории граждан, которые оказывается бесплатная юридическая помощь. Но это, опять же, зависит от того вопроса, по которым им эта помощь требуется. Поэтому необходимо по телефону уточнить, подпадает ли их вопрос под бесплатную юридическую помощь. И они могут проконсультироваться как по телефону, также могут лично прийти в Государственное юридическое бюро по адресу город Сыктывкар, улица Интернациональная, дом 108, 4 этаж, кабинет 422. И, соответственно, на личном приеме проговорить тот вопрос, в решении которого они нуждаются. Поэтому много этих категорий вопросов, с которыми можно все-таки обратиться бесплатно? Вопросов, если смотреть из всего спектра правоотношений, их, наверное, не так много. Но они затрагивают самые важные и самые, наверное, социально значимые направления жизни нашего общества. Это защита жилищных прав, защита пенсионных прав, защита прав несовершеннолетних и так далее. То есть их достаточно много. С ними можно ознакомиться на сайте Министерства юстиции в подразделе «Бесплатная юридическая помощь», либо проконсультироваться по телефону, который я сказал. Поэтому прежде чем гражданам решать вопрос с оказанием бесплатной юридической помощи, я все-таки рекомендую позвонить по телефону и проконсультироваться, подпадает ли их случай под бесплатную юридическую помощь. Давайте еще раз напомним, тогда телефон этот... 206-155, код города 8212. Из любого района мы сначала звоним для по этому телефону и консультируем с юристами Государственного юридического бюро. Они гражданина проконсультируют, и даже если этот вопрос не подпадает под случай бесплатной юридической помощи, гражданину объяснят, куда необходимо обращаться за защитой своих прав и законных интересов.